Точка в споре. Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа окончательно подтвердил правоту омских антимонопольщиков в споре с компанией «Газпромнефть Омск», сообщают «Коммерческие вести». Постановление о штрафе, наложенном на компанию за злоупотребление доминирующим положением на рынке оптовой торговли автомобильным бензином и дизельным топливом в размере 650 тысяч рублей, признано законным. Стоит напомнить, что «Газпромнефть Омск» затягивал с оплатой штрафа, оспаривая решение регионального управления антимонопольной службы в вышестоящих инстанциях. Однако 3 суда полностью отказали дочке российского нефтяного гиганта в удовлетворении жалобы. Остались золотыми парашютами. Впрочем, чиновники Омской мэрии все-таки могут в скором времени лишиться годового содержания, которое выплачивается им после увольнения, прогнозирует «Бизнес-курс». На пленарном заседании Омского городского совета депутаты рассмотрели протест прокуратуры, предусматривающий отмену выплат 12-кратного оклада преждевременно уволенным из администрации города чиновникам. Парламентарии его отклонили, но обещали рассмотреть этот вопрос еще раз на ближайшем заседании профильной рабочей группы. Неожиданно всех удивила спикер горсовета Галина Горст. Она заявила, что закон о золотых парашютах не противоречит федеральному законодательству. Госпожа Горст предложила оставить решение об отклонении протеста прокуратуры в силе и более подробно разобрать этот вопрос на новой межфракционной рабочей группе, где будут учтены мнения всех партий. Рейтинг единый. Представители омского правительства прокомментировали попадание губернатора Виктора Назарова на 65-67 место в рейтинге глав субъектов федерации, пишут «Аргументы и факты». Плюсы и минусы, названные в рейтингах различных агентств, в облправительстве учитывают. Однако главным критерием эффективности своей деятельности считают рейтинг Минрегионразвития. В 2013 году Омская область заняла в нем 21 место. Методика расчета федерального ведомства учитывает все необходимые нюансы, а оценка ведется по множеству показателей, среди которых удовлетворенность людей деятельностью должностных лиц, комплекс экономических показателей, смертность, профилактика социального сиротства. По мнению многих экспертов, сравнение территорий в различных рейтингах часто некорректно, поскольку сами рейтинги не учитывают, как отличаются одни регионы от других. Евросоюз против. Издательский дом «Коммерсант» публикует статью о споре ЕС с Россией о субсидиях российским автозаводам. Европа не намерена отзывать из ВТО иск по поводу утилизационного сбора. Там полагают, что принятые российским правительством меры поддержки отечественных автозаводов вновь ставят импортеров в проигрышные условия. Россия готова к судебным слушаниям, но пока Евросоюз не предложил ни одной кандидатуры в панель арбитров. Утилизационный сбор на транспортные средства был введен в России 1 сентября 2012 года и компенсировал снижение ввозных пошлин. При этом компании, имеющие производство на территории страны, могли не платить налог, если брали на себя обязательства по созданию утилизационных производств. Это вызвало недовольство со стороны Евросоюза, посчитавшего, что импортер ежегодно уплачивает в российский бюджет около 10 миллиардов евро.